Ассаламу алейкум, друзья, витаю вас. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Я извиняюсь, что опоздал на стрим, просто банально уснул и не собирался так долго спать, но вот проспал. Так, друзья, сегодня 11 декабря 2023 года, 20 часов 18 минут по Берлину, 21 час 18 минут по городу Джохару. Я еще раз приношу свои извинения, друзья. Просто вот такой вот рабочий режим делал. Не высыпаюсь, не выспался, прилег и провалился в сон. Так как говорится, в коматоз. Так, Хамзат, Эдам, Эд, республиканец, все, друзья, я вас приветствую, алейкум ассалам. А теперь начнем. Мне позвонили и меня разбудили, друзья, потому что я просто провалился в сон. Мне названивали и дозвонились до меня. Спасибо вам всем. По Нью-Йорку 2:18. Ага. Машаллах. Это. Так, друзья, сейчас мы соберемся. Покой нам только снится, да он на том свете выспимся, будем да пахать, да работать, как завещал нам. Кто нам завещал? Никто нам не завещал. Так, друзья, начинаю наш стрим, как обычно, сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено 1030 оккупантов. Итого их цифра достигла 339 850 бандитов. 19 танков, 31 боевая бронированная машина, 6 артиллерийских систем уничтожено за прошедшие сутки, 18 БПЛА, 13 автомобильной техники цистерны и 6 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. Так, перехожу к вашим комментариям. Друзья, я очень извиняюсь еще раз за то, что вот так получилось. Но давайте продолжим, да. Каждый день по 1000 оккупантов. Да, именно так. Асад, ты поспи и все пройдет. Да, не проходит, Асабек. Спишь, просыпаешься, опять то же самое. Приходится работать, да. То работа, это тоже своего рода работа, друзья. Тоже не представляете, сколько это забирает времени и сил. Так. Так. Друзья, сегодня 11 декабря. 11 декабря 1994 года. 11 декабря мне было 17 лет, когда 9 декабря я поехал в свой родовой населенный пункт со своей мамой, по-моему, я поехал, не помню точно. В пятницу, это было 9 декабря, в пятницу мусульмане ходят в мечеть. И я, как прилежный студент исламского университета, хотел в пятницу именно быть в Катыр-Юрте, в мечети, по пятницам, на пятничную молитву. И пятницу я уехал пораньше и должен был на выходные, субботу-воскресенье остаться.
а 11, соответственно, это получается у нас воскресенье. До этого, 26 ноября, были террористические акты. Это я вам рассказываю начало Первой русско-чеченской войны, как я ее застал тогда молодым человеком. Сейчас еще компьютер, может, полностью не включился, но буду сейчас все это вспоминать. И вот сейчас, как 24 февраля для украинцев, вот для нас 11 декабря это было началом большой широкомасштабной войны. Все это время война шла против нас. С первых дней нашей независимости против нас шла война. Нам Аят Идигов, уважаемый, рассказывал неоднократно, что было нападение на нас 4-5 раз. Вот 5-я это вторая русско-чеченская война, а это было 4-е нападение, 4-я агрессия. До этого 3 мы отразили, и вот это началась 4-я агрессия фашистской России. Одна из них была 26 ноября, как я сказал, были теракты, о нас говорили днем и ночью, нам рассказывали, какие чеченцы террористы, бандиты, чеченские фальшивые авизо, чеченский криминал, чеченские бандиты, чеченский след, чеченская, я не знаю, ну все там было чеченское. И в итоге, когда мы их разбили в пух и прах 26 ноября, когда они под видом оппозиции, как сейчас вы видите, есть наш президиум, есть я разные деятели под видом оппозиции, то же самое было в Украине, они открыто вторглись на нашу территорию. По разным оценкам тогда вторглись, Шамиль Басаев называл 460 тысяч, некоторые называют там 100 тысяч. В начале 100 тысяч, потом нагнали до 460 тысяч. Вот так началась Первая русско-чеченская война. Я ее застал в Катыр-Юрте, когда она только-только началась. Эта война унесла много жизней, она изменила жизни миллионов людей. Не только граждан Чеченской Республики Ичкерии, но и фашистской России, да и в мире в целом. И есть один уважаемый американский эксперт, русист, советолог, изучающий Россию, Советы, который сказал, что он считает, что он ученик Абдурахмана Авторханова. Он сказал как-то, что Чеченская республика, чеченцы, была канарейкой в угольной шахте. Как вы знаете, это маленькая птичка, которая любит свободу и здоровый чистый воздух. А в шахте, как мы знаем, его нет. И у этой птичка, когда первые появляются газы в шахте, которые человек не может почувствовать, эта птичка первая погибает, потому что она первая чувствует этот запах, у нее маленькие легкие, это маленькая такая птичка певчая. И шахтеры, когда спускаются с собой в шахту, когда спускаются, они с собой брали раньше, когда еще не было других определителей вот этого газа, который выделяется под землей. Они брали вот эту клетку с собой. И пока чирикает птичка, пока она бегает живая в клетке, люди спокойно работали. В случае гибели этой клетки, этой птички, люди сразу эвакуировались. И Пол Гоббл, уважаемый, нас сравнил чеченцев с вот этой канарейкой в угольной шахте. Это такое английское, американское известное выражение. Нам это нужно объяснять, может быть. А вот у них это такое известное выражение, которое сохранилось до сих пор. И
Да, Россия, конечно, была империей, Россия, конечно, вела свою разведывательную деятельность, свою преступную деятельность, шпионскую деятельность по отношению к другим соседям, убийства проводила, провокации, там, ну, к чего, как мы знаем, кто такая, что такое Россия. Но дело в том, что когда развалился Советский Союз, фашистская Россия, точнее, не развалился, как правильно говорит уважаемый Аят Эдигов, а когда развалили Советский Союз, а сделали это КГБшники для того, чтобы захватить власть и уйти от ответственности за преступления и за угрозы, и за все, что они делали по отношению к всему миру. И в первую очередь к собственному народу. Тогда эти большие генералы, большие люди, как они себя считали, КГБшники, становились швейцарами в гостинице, в ресторанах на двери там становились. И как вы сейчас можете наблюдать, картина один в один повторяется. Именно поэтому я каждый раз говорю об этих вещах. Сейчас появляются разные сериалы про малолетних бандитов, там третье, десятое. Тогда то же самое. Подготовили бандитов, выпустили некоторых организовали, спортсменов разных, там молодых ребят. И КГБшники, ФСБшники ушли в тень. Так как ФСБшники никогда своими руками ничего не делают, они всегда подставляли людей, всегда делают при помощи, руками чужих людей, других людей. Они вот таким вот образом отошли сами в тень и начали разграблять остатки наследия Советского Союза. Таким вот образом им удалось поделить вот эту имперскую, советскую имперскую собственность между собой, назначить своих олигархов, назначить своих людей. Да, не все у них гладко было, как хотелось. Они делились Западом, они делились с людьми, которые могли им чем-то помочь, как-то повлиять на их судьбу. И влияли. Ельцин полетел в Америку, как мы знаем, в начале 90-х. Вскинул руки вверх и воскликнул: «Господи, благослови Америку». И американцы поверили, что вот, ну да, все, вот, фашня стала на колени, она сдалась и так далее. Дело в том, что в русском менталитете это не считается, ну, КГБшном менталитете, в том числе, потому что все идет оттуда, в воровском, бандитском менталитете. Вот у них это не считается каким-то зазорным, если нужно притвориться больным, встать на колени, поплакаться, извиниться. А потом, когда вы пожалеете, простите поверженного врага, повернетесь, вам пику в бок и в колодец, как говорится. И нам, чеченцам, то же самое сделали русские фашисты. Пику в бок, как говорится. Нам воткнули, хотя сами русские первую вывели с нашей территории свои вот эти бандформирования вооруженные, разделили с нами военную собственность, которую была какая-то, испортили, много говорят о том, что нам что-то оставили учебные самолеты, на которых не было никаких ракет, ничего, которые они же потом уничтожили в самом начале войны, так что никакого толка, ну, для красоты просто эти самолеты были, типа Россия, Деникин там у нас такой был, борец с чеченским народом, которому Дудаев написал тогда телеграмму, что поздравляю с успехами самолетами, что ли, в воздухе, жду встречи на земле. Как-то так, не помню сейчас всего точно. Это был тогда командующий, вот это Деникин, по-моему. И вот таким вот образом фашистская Россия, которая вчера нас называла согражданами,
которой мы не могли поверить, как украинцы не могли поверить. Я помню, как один украинец, русскоязычный украинец в Харькове, выехал после бомбежек Харькова, войны вот в Харькове, боевых действий, и ему задают вопрос: вы за кого были? И он говорит: я пока не начали падать бомбы на Харьков, был за русских, он говорит. Вот у нас были такие же и русские в нашем городе, бывшем городе Грозном. У нас были люди, которые не верили. Мы не могли понять, зачем, для чего, что мы сделали русским плохого. Вчерашние советские граждане. В нашем Грозном жило огромное количество русских. Да, многие уезжали, потому что распространялись слухи. Российские спецслужбы засылали свою криминальную агентуру, которая поднимала криминогенную обстановку, процент криминальных преступлений. Были и с нашей стороны, конечно же, очевидные факты, как когда разваливался Советский Союз, как было, вы все видите, помните, кто тогда жил, все это мы помним. И вот, раскачивая ситуацию, обвиняя нас в терроризме, в бандитизме, в криминале, во всех смертных грехах, русские террористы под видом спасения, обратите внимание, под видом спасения русского населения города Грозного, у нас были люди русские, которые говорили, что вот наши сейчас придут, наши сейчас там придут, наши нас освободят. Такие вещи звучали. Но вот они зашли в нашу столицу, в нашу страну, и в основном гибли мирное население, и это были русскоязычные люди, которые, наши граждане, которые ждали, верили этой пропаганде, и как вот этот харьковчанин верили, что придут их люди, и ничего страшного им не будет, и не может быть, чтобы их бомбили и так далее. Бомбили, выводили на улицу, спрашивали: вы за чеченцев? Говорили: да, за чеченцев. Как с чеченцем жили? Хорошо жили с чеченцем. И расстреливали людей. Гражданских, женщин, мужчин насиловали, грабили, убивали. Делали все, что только могли сделать. Но дело в том, что мы дали достойнейший отпор, и не все так гладко у них получилось. Они планировали одним десантным полком за 2 часа взять Грозное. Павел Грачев был такой использованный террористической бандой ФСК, тогда это она так называлась, Федеральная служба контрразведки. Как Дудаев ее метко переименовал в фанерно-спичный комбинат, и после этого они изменили название с ФСК на ФСБ. Потому что Джохар Дудаев назвал ее фанерно-спичным комбинатом. И вот русские террористы начали против нас вот такую вот страшную геноцидальную войну. И сегодня, в 1994 году она началась, сегодня 2023 год, то есть 29 лет получается с начала этой войны. Вся моя жизнь прошла, можно сказать, сознательная с тех пор. И вот то, что было, то было. И мы все хлебнули сполна всех вот этого, все, что видим. Мы тогда не думали, мы абсолютно, я вообще не представлял всего этого. Это было, это изменило все. Да, Нино, за 3 дня Киев, за 2 часа Грозный, совершенно верно. Вот такие вот были, друзья, дела. Сегодня 29-я годовщина. Джохар Дудаев сказал, что эта война заряжена на 50 лет. Она будет вспыхивать, затухать и снова начинаться.
и фашистская Россия будет уничтожена. И в каждый русский дом войдет петух, красный петух войны, огонь то есть. И, вероятно, нам еще 21 год придется сражаться, друзья, потому что Джохар Дудаев очень редко ошибался. Хотя я очень надеюсь, что в этом случае Джохар Дудаев взял приблизительно, он сказал, около 50 лет, где-то, точно он не сказал. Поэтому я очень надеюсь, что на 30 годах закончится. Хотя мы видим, что фашистская Россия должна хлебнуть того горя, которое она несла всем, сполна сама. И только после этого мы, скорее всего, увидим законопослушных, соблюдающих международное право, людей, проживающих на этой территории и которые не претендуют на чужие земли. Очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь. А так, друзья, 21 год нам потребуется. 221 год еще нам потребуется. Ровным счетом я для себя сделал давным-давно уже вывод. Ровным счетом это не имеет никакого значения. Если мы противостоим этому злу, если мы не покоряемся в душе, в сердце, словом, делом, если мы не покоряемся, мы уже победители, мы уже не стали рабами, мы уже не заставили их радоваться нашей покорности, нашему смирению. Поэтому, как говорится, пока ты не признал поражение, ты не проиграл. Это я не считаю, что чеченцы вот эту пятую битву, хоть и территория оккупирована, хотя и наш народ пережил страшный геноцид, большая часть нашего народа, которая находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, находится в страшном просто тоталитарном режиме, который не снится, вы мне многие не поверите, кто не знаете этой ситуации, но который не снится даже Северной Кореи. Понимаете? 37-й год, 36-й, 35-й год в Чечне, во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, идет уже давным-давно, уже несколько десятков, 10, 20, 15 лет он идет, этот 20 лет, ну можно сказать, с начала Второй русско-чеченской войны, вот этот террор, ужас, страх, который вселяет нашим людям, идет. И вот такая вот тяжелейшая ситуация, и я украинцам напоминаю, украинцы, вы будете жалеть, что не умерли, если вы проиграете эту войну. Вы пожалеете. Если вы проиграете эту войну, вы будете завидовать мертвым. Вот что ждет. Вот что они готовят. Это можно посмотреть на Бучу. Но вы думаете, для чего была сделана Буча? У них есть такие специальные собаки. А в нашей Чеченской Республике Ичкерия в каждом почти в каждом населенном пункте была совершена вот эта Буча. Это было сделано для того, чтобы миллионы, несколько миллионов, да, по-моему, 2 или 4 миллиона, я сейчас не знаю, сколько в Киеве населения точно, чтобы информация, которая совершена вот в Буче, вот эти убийства, вот эти страшные преступления, чтобы слух об этом деянии фашистской России, которую Путин наградил там, орденом там, туда-сюда за заслуги перед Отечеством, это такой акт устрашения. И они собирались войти в Киев. Они ждали, пока в Гостомеле присядут их самолеты, пока их там все они там победят, потом они там это, и отсюда они, вот эта банда, которая творила это в Буче, она должна была тоже войти в Киев. Но факт, что они должны были совершить этот ужасный акт убийства, жертвоприношения для Путина, для ФСБ, для Патрушева, они должны были вот этот
акт совершить, и они его совершили, вот этот ужасный террористический акт. Вот вся Украина будет Бучей. Понимаете? Вся Украина будет Бучей. Это люди, которые абсолютно аморальные, циничные, жестокие, трусливые, как все циничные и жестокие люди, безнравственные, бездуховные, лживые и скользкие, как положено гибняку и тому выращенному вот этой гибней беспринципной массы. И, конечно же, мы сегодня еще обсудим дела в Украине. Сейчас я перейду к вашим комментариям. И, конечно же, Украина выстоит, Украина победит. Вот эти фашисты понесут заслуженное наказание. А я вам рассказываю то, что было с нами, чтобы у вас был пример. Потому что очень многое похоже. Очень многое. И как дежавю, чеченское дежавю происходит сейчас в Украине. Друзья, перехожу к вашим комментариям. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Эдам, я пока тебе ничего не могу отправить, освободила. Ты отдаются дующего мегердуй. Сейчас, одну минутку, друзья. Так, а некоторые отправили США. Так, давайте почитаем. Да, некоторых. Кого некоторых это? Слава Украине, героям слава. Ашхемоле. Так. Приватизация, ваучеры, да, совершенно верно. По новостям поговорили, мол, во власти и предатели оказались, продали Западу и развалили Советский Союз. Да, республиканцы, если возвращаться к тому, что было в начале 90-го, во время расформатирования, они знаете, что сказали тогда в советское время? Они сказали разойтись, чтобы сойтись. И если вы обратите внимание, во всех, почти во всех советских республиках остались та же номенклатура у власти. От первых лиц, заканчивая всеми остальными. Не была проведена люстрация, не были привлечены к уголовной ответственности за страшнейшие преступления. Мы сами виноваты, русские, в первую очередь русские, и все остальные народы, которые проживали в той же Российской Федерации, той же Украине, той же Белоруссии, той же Грузии, в том же Казахстане, в том же Азербайджане, в том же Таджикистане, Узбекистане, Киргизстане и так далее, мы сами виноваты, что они провели люстрацию. Мы не отстранили, но даже если бы, например, страны Балтии, это отдельная история, которые провели люстрацию, поэтому они оказались намного сейчас в выгодном положении. Ну, у них было и раньше чуть-чуть такое, более такое привилегированное, скажем так, положение, потому что их страны, три вот эти страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, они не признавались Западом как бы за фашистским Советским Союзом, и поэтому вот у них в этом плане там
им было намного удобнее, они сразу вошли в Евросоюз, там, и в НАТО, и так далее, и так далее. Но и они провели иллюстрацию, хотя у них тоже были проблемы, но они все это сделали, и идеально у них все вышло. Но Совок не провел вот эту иллюстрацию. И теперь они снова объединяются, с Лукашенко объединяются, с Украиной, если спросить власть, и там СБУ, которая зазывала, идите к нам, идите. Я думаю, тоже было бы все решено. Просто народ не спросили. А пока они боролись с маленькой Чеченской республикой Ичкерия, успело вырасти поколение свободных людей, которые не привыкли. И вот мне кажется, из-за этой паузы, которая произошла, выросло поколение свободных людей, которые не хотят жить в совке, которые не хотят быть чьими-то холопами, они не хотят иметь дворянство. Они хотят жить при демократии, чтобы сами решать свою судьбу, чтобы были социальные лифты, чтобы был открыт мир, были доступны знания и технологии. Вот благодаря этому, мне кажется, удалось вырваться сейчас в Украине, хотя все висело на волоске. Даже Запад, никто не верил, что Украина сможет вот так выстоять. И сейчас русские гордятся, задумайтесь. За 3 дня взять Киев вчера хотели. И в Буче они этот страшное террористическое массовое убийство совершили. Потому что уверены были, что они возьмут Киев. Что не будет никакой ответственности им за это. А теперь они радуются, что украинцы не смогли прорваться, засыпаны полями просто. Засыпаны просто минами, вот эти все километрами поля, окопавшись за эти 2 года, что украинцы вот не оказались там Рэмбо и не смогли там парочкой вот этих танков западных прорваться просто. И они радуются этому. Представьте, до чего они дошли. Ну а мечты были совсем другие, планы были совсем другие. Быстро нужно было разделаться с Украиной, затем мобилизовать украинцев, сперва уничтожить 20% украинцев, друзья. Это они сами говорили. Я все это наблюдал. Я один в один было повторение, по-другому они не умеют. Повторение чеченского сценария было. Ислам, религия заменялась у вас национализмом. У нас, как русские делают, самая хорошая ваша черта, спецслужбы российские, самое ваше хорошее качество, как у человека, так и у народа, самое худшее, как у человека, так и у народа, они берут и делают его, просто радикально таким радикально делать. Если это ваш язык, то этот язык вам будут рассказывать о нем так, что уже других тошнить начнет от этого языка. Если это ваша религия, они будут так говорить про эту религию, так доводить до абсурда, до я не знаю, до несовместимости с окружающими, что будет тошнить уже от этой религии, которую КГБ доведет вас до этого. Если у вас есть какие-то благородные качества, они их используют против вас. Если у вас есть плохие качества, они воспользуются, чтобы манипулировать вами, давить на вас. Вот абсолютное зло. Я абсолютно убежден, что это абсолютное, чистое, беспримесное зло находится в Кремле. И оно должно быть наказано. Оно должно быть судом, международным судом, должно получить свою правовую оценку и должно быть навеки вечное запрещено на этой земле. Вот это КГБшное, ФСБшное зло, КГБ СССР, и не только речь о ФСБ, не только о КГБ РСФСР идет речь идет о КГБ УССР, речь идет и об остальных КГБ, и Белоруссии, и всех остальных по списку. И вот такая вот картина вырисовывается. Нужно понимать, что развал Советского Союза был сделан только лишь, вот если вы почитаете уважаемого
профессора Абдурахмана Авторханова, он там в своих книгах пишет, что развал Берлинской стены заслуга не Горбачева, а заслуга СОИ, программа СОИ. Знаете такую программу? Была такая программа у американцев, она и сейчас, по-моему, есть. Я не знаю, насколько она была на самом деле такой, как ее описывали американцы. Там, может, скорее всего, был и фейк, добавлялся до этого. Она называется «Звездные войны», эта программа называется. И когда была гонка вооружений, американцы просто задавили своей силой, мощью, своими технологиями. И вот этой программой СОИ, она по-английски пишется СОИ, так она в простонародье называлась «Звездные войны», что вот с космоса будут управляться такие спутники, которые будут уничтожать любую ракету, которая вылетит из шахт или из корабля, или из самолета фашистского красного совка. И русские понимали, что не справляются. Они пыжились, рассказывали, какие они сильные, какие они мощные, как их весь мир боится. И вот, как я вам только что сказал, использовали все качества людей для вербовок. Например, здесь в Германии, в восточной части Германии, в ГДР, так называемой, была самой такой результативной, самой удачной спецслужбой, отделом КГБ СССР, это Штази. Кстати, тоже люстрация не проведена. Я что-то не помню, хотя и много что сделано. Ну, говорят, архивы там забрали туда, там еще там много чего непонятного осталось. Не по-настоящему, то есть, не до конца и не всецело была проведена работа против КГБ СССР, и в том числе и в Германии. Хотя работа была проведена. Были раскрыты архивы, я смотрел документы, которые люди, кого обрабатывали Штази, работали над кем, на кого заводили дела. Вот, мне человек сам рассказывал и показывал свое личное дело, которое он мог получить из Штази, там, о себе там, и так далее. И выяснилось, что в их компании они были такие музыкальные, такие творческие люди, что их сам его там, на кого не подумаешь, что он агент, он оказался агентом Штази, это все в архивах выяснилось, и так далее, и так далее. И вот они разошлись, чтобы сойтись, и сейчас они надеялись Беларусь уже по договоренности. Ведь нет такого, что там Путин забирает Беларусь, там, и там Лукашенко ему подчиняется и так далее. Да, главное здание находится, главное зло находится на Лубянке, там все архивы, там все главные КГБшники. Но белорусские КГБшники такие же КГБшники, как и российские, русские КГБшники, и украинские, и другие, и грузинские, и азербайджанские, и так далее, и так далее, и так далее. Связи между ними всегда оставались, всегда у них самые главные вот эти убийцы, палачи всегда были в почете, их начиная от первых, заканчивая там разными блохинами, знаем, да, вот этих палачей, которые непосредственно больше всех там, ну, чемпионы по убийствам, вот эти разные преступники. И Россия, внутри России, русский народ, он не боролся с этим, не боролся, потому что у КГБ они взращивали всех просто, всю творческую интеллигенцию, всю номенклатуру, всех умных людей, все университеты. Все это было абсолютно стопроцентно их ситуация, их под контролем было. Понимаете? И если не провести иллюстрацию, если не рассекретить архивы, если этих людей, кто работал на КГБ, в данном случае на ФСБ и на КГБ тоже, и на ФСБ сейчас,
Если этих людей мы не вывесим их фамилии, имена, они снова оживут. Вот в чем проблема. Сейчас они снова заползают под корягу. Сейчас они хотят спрятаться, стать опять швейцарями в ресторанах или в гостиницах. Они хотят стать. Чтобы нет, мы такие простые, бедные, мы, там, служители государству, там, мы никогда в жизни, там, и так далее, и так далее. На самом деле, ну, конечно же, не все убийцы у них много отделов, много но вы состоите в террористической организации, гибнюки, и вы должны это знать. А за участие просто, за то, что вы состоите в террористической организации, это уже преступно. Да, может быть, вы полонием не травите по всему миру, там, и так далее, там, бесовщиной не занимаетесь открыто, но вы соучастники, то есть в любой момент вы будете задействованы и использованы. Пока не произойдет полная иллюстрация, раскрытие архивов, наказание просто абсолютно стопроцентно уже запатентованных убийц, мира на этой земле не будет. Не будет. Никогда не наступит мир на этой земле, пока не произойдет суд над этими террористами. Я надеюсь, он произойдет. Надеюсь, это произойдет. Почему Джохар не сделал этого, говорит Расул. Это очень хороший вопрос, Расул. Я этот вопрос, почему у нас в Чеченской Республике Ичкерия не была проведена иллюстрация. Это очень хороший вопрос. Дело в том, что этот вопрос я задавал всем нашим старым лидерам, ну, всех людей, кому мне удавалось задать этот вопрос, и который мало-мальски имел к этому отношение. Дело в том, что если бы одна Чеченская Республика провела бы иллюстрацию, вывела бы всех, вывесила бы все фамилии, имена и так далее, это ровным счетом ничего не изменило бы. Наоборот, русские террористы из КГБ намеренно, по некоторым данным, оставили архивы своей агентуры, чтобы разжечь войну между нами. Наши лидеры, наши старейшины, ну, был какой-то совет, которых собрал Джохар, созвал их и сказал: вот смотрите, вот архивы. Вы народ, вы решайте, что с ними делать. И тогда из мул, вот религиозных товарищей, только лишь 2 человека не работало на КГБ. Все работали. Каждый человек, который работает на КГБ, должен кого-то сдать и отправить его в тюрьму минимум на 10-15 лет. Это как минимум, чтобы ты просто проявил лояльность, доказать свою лояльность. А за свою жизнь он их многих отправляет в тюрьму, создает проблемы, убивают, 3, 10 и так далее. И была надежда, что в России пришла свободная власть, что они рано или поздно наведут порядок. Если бы только вот сейчас, анализируя все это, наверное, нужно было проводить эту иллюстрацию. Но как они думали, какой я задавал вопросы, и я хочу просто понять их логику тогда. Это сейчас мы умные все мы знаем, мы уже все это увидели. А тогда была надежда, еще этой большой крови не было, войны не было между нами. И КГБшники, они клялись верности новой Чеченской Республике, свободной Чеченской Республике. И тогда еще без слова Ичкерия. И архивы были уничтожены, чтобы у нас архивы были уничтожены, чтобы не было провокаций, не было внутричеченского конфликта, о котором так мечтали русские. И некоторые, как я слышал, тот, кто работал раньше на КГБ, становились в ряды вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, шли на фронт и гибли. Сражались до конца. Некоторые там показывали даже чудеса отваги.
Поэтому сложно сейчас судить. Но я могу сказать, что если бы Чеченская Республика не сделала, если бы она тогда это сделала, возможно, по-другому пошло бы. Возможно, пошло бы по-другому. Но тогда эти КГБшники в Чеченской Республике были так испуганы, они так глубоко заползли под корягу, что когда их время снова настало, они проявили такую жестокость к нам. И это говорит о том, что у них тогда был очень сильный страх. Ведь не только КГБ агентура есть еще агентура ГРУ, военная агентура, которой тоже очень много среди чеченцев. К большому сожалению. Военная разведка. Она тоже активно вербовала людей, и они уже давно работают на Россию. А сейчас, после этой большой крови, у нас уже нет права просто не проводить эту люстрацию. Мы должны рассекретить все архивы, мы должны рассказать о всех преступниках, которые служили в фашистской России, и завести сайт наподобие украинского миротворца. И должны вот таким вот образом очистить наши ряды. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Ладно, друзья, давайте перейду к вашим комментариям. Продолжу, точнее. Чубайс свалила от ответственности. Да. Буквально сегодня слушала, что в Германии политики против двойного гражданства, поскольку нынешняя Россия раздает их сегодня направо и налево. Стелла, очень хорошая тема, которую я как раз вчера написал большой, небольшой, точнее, маленький текст, по горячим следам, так сказать. Дело в том, что террористическая банда, так называемое посольство фашистской России в Германии, чей филиал здесь у нас в Гамбурге был расположен консульство, прикрыли. И, Господи, благослови Германию, как говорится. Но, несмотря на это, русские террористы из Берлина, из банд Притона, посольства фашистской России, приезжают сюда на выездную сессию. Что вы думаете? Для того, чтобы открыть визы и помогать людям. Я более чем уверен, это делается для того, чтобы продолжать контакты со своей агентурой, потому что какая-то им легенда нужна, чтобы выехать из Берлина, так как, наверное, немцы там с подзорными трубами сидят, внимательно смотрят за вот этим бандпритоном. Для финансирования своей агентуры, для того, чтобы дать новые задания, уверен, чтобы провести террористические акты здесь, в Гамбурге. И также, что самое интересное, для того, чтобы начать вербовку, которая идет и каждый день с начала вот этой широкомасштабной, и еще ранее. Мы помним, что в 2017 году челябинец Сергей Винергольд, который, на мой взгляд, был связан с российской военной разведкой, с ЛНР, совершил террористический акт против Дортмунд-Боруссия, футбольной команды немецкой Дортмунд-Боруссия. И вот они дают визы и забирают вот этих людей для того, чтобы отправлять на войну. Эти люди хороши чем? Во-первых, они набираются боевого военного опыта, принимают участие в войне против Украины. Затем их можно, как или граждан, или людей, знающих немецкий менталитет, немецкий язык, немецкую культуру, отправлять сюда снова, в Германию возвращать, для того, чтобы они начинали раскачивать ситуацию. Потому что битва за Германию еще предстоит. Террористические акты, которые пытаются, и как мы видим, пока терактов немного, успешно европейские, в частности немецкие власти, полицейские спецслужбы активно, успешно справляются. Но это не значит, что это всегда может так продолжаться. Поэтому вот эти вещи мы должны знать, и довожу
до вашего сведения, как говорится, террористы, которые никогда ранее не были замечены о заботе о своих там соплеменниках здесь в Германии, вот теперь выезжают из Берлина для того, чтобы открывать визы, якобы. Далее, некие деятели здесь, в Германии, в Берлине в частности, проводят акции, потому что россиянам, которые были против войны, какое-то время немцы предоставляли гуманитарные визы. Сейчас эту лавочку закрыли. И вот эти деятели здесь у нас в Берлине перед Министерством иностранных дел проводили акцию и требовали, что вот просили вернуть возможность и вот эти гуманитарные визы. Я призываю немецкие власти категорически россиян сюда не... Чеченцы не россияне, сразу говорю. Россиян сюда не пускать. Чеченцев, чтобы запускать сюда, нужно создать необходимо комиссию от представителей чеченского сообщества и проводить с ними дополнительно, чтобы и мы имели возможность проводить с этими людьми собеседование, общение с этими людьми. Конечно, на добровольной основе. Никого там насильно ни в коем случае нельзя делать. И Германии еще предстоит, Россия готовится за схватку за Германию, за Восточную Германию, за ГДР. Также большой вероятностью, конечно, если уже и в Германии будет, это уже НАТО, как мы понимаем, и страны Балтии, и Польша. И вот эти все страны находятся под ударом. Они, русские, планируют огромную просто террористическую волну нагнать. И сейчас все к этому идет. И на Западе здесь это поняли уже. Наконец-то, слава Богу. Поняли, услышали. И вот идет вот обратная реакция на все это. И я думаю, мы выстоим, мы победим его. Ва алейкум ассалам, странник, Машу. Так, давайте. Любые хитрые переговоры. Любые хитрые переговоры с фашистской Российской Федерацией — это призыв к рабству или к уничтожению. Нельзя верить ни одному слову всем представителям фашистской Российской Федерации только после суда над ФРФ и ликвидации системы КГБ. Совершенно верно это. Так, сейчас надо сделать все, чтобы не допустить ошибки прошлого. Для этого надо всем, кто желает представлять народ, должны проходить полиграф на сотрудничество с ФРФ. Согласен полностью это. Кстати говоря, вот этот полиграф — это очень-очень важная вещь, которую нам нужно внедрить в наше общество. Это должно быть естественным. Общество не должно быть лживым. Мы в Советском Союзе жили всегда в двойных, тройных стандартах. Это само государство такое, как и КГБ, было лицемерным, лживым, циничным таким образованием. И мы жили всегда двойными, тройными, пятерными стандартами. А в нормальном обществе, в нормальном государстве этого не должно быть. Мы должны знать людей, которые приходят во власть, которые становятся нашими силовиками, нашими политиками, нашими законотворцами. Это все нужно, конечно же, при помощи полиграфа все это делать. Полиграф должен стать такой неотъемлемой частью нормального цивилизованного государства. Если это было бы плохо, американцы у себя бы не проводили бы, даже в больших
крупных компаниях проводится тест на полиграф, экспертиза на полиграфе. Очень важно, мне кажется. Так, привет из Литвы. Привет, Дариус. Витаю вас. Грустян встает на колени. Я думаю, это увидит наше будущее. Далма. Все, кто... Так, куда делся? Все, кто может, должны принимать участие, учиться, вести информационную дипломатическую войну, но только те, кто живет за рубежом, и их родственники в безопасности. Совершенно верно. Смотри, у нас есть такие люди, у нас есть грамотные люди, у нас есть опытные люди, есть взрослые люди. Мы им подготовим молодежь, которые объясним, ну вот мы же этим и занимаемся, вот сейчас в данный момент со мной связываются молодые люди, ну относительно молодые, там, моложе меня. И эти люди очень хорошо ориентируются, понимают, разбираются, там, быстро анализируют ситуацию, быстро там определяются. Дело в том, что у нас родственники находятся во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Вывозить не всех получается. Потом нет средств. Если бы у нас был бы фонд какой-нибудь, если бы наш президиум был бы признан международным сообществом, соответственно, мы могли бы у любого государства брать денег. У нас был бы свой счет. У нас и статус нашего государства, и представителей нашего государства, он в глазах многих, кто уже отчаялся, потому что против нас, в отношении нас, были совершены очень страшные ошибки. Очень плачевные для нас. И сейчас эти ошибки нужно исправлять. И нам нужна помощь. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Прошу этой помощи. В том числе и у ваших Соединенных Штатов Америки. И у всего международного сообщества. И нам нужны деньги. Нам нужны здания, помещения. Вот российские посольства освобождаются, например. Можно занимать их, например. Да? Это передать, например, Германии было бы круто, если передала бы, например, консульство фашистской России Чеченской Республики Ичкерия. Или же хотя бы, если не государству Ичкерия, а нашей правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия. Ну и так далее. Поэтому у нас почти фактически все готово. Вот у нас чеченский народ, здесь находящийся в Европе, малыми группами, где-то, знаете, для своей безопасности чеченцы не коммуницируют. Есть, мы как разведка, знаете, диверсионные группы, находящиеся в глубоком подполье, которые ведут свою деятельность, понимают, что к чему, ориентируются, проводят анализ событий и так далее. Воевать нам не нужно, ты правильно это отметил. Воевать нам нужно набираться сил, надо набираться интеллектуальной элиты. И мы должны были осенью сейчас провести конгресс. В силу разных обстоятельств нам пока не удалось его провести, нашему президиуму правительства Чеченской Республики Ичкерия, нам всем. Но обязательно мы в ближайшее время проведем конгресс, встречу, съезд, там, объединимся, проведем перекличку, как говорится, мобилизуемся. И есть, и молодежь есть, девчонки есть, пацаны есть, умные есть, образованные есть. Их, конечно, нужно, кого-то нельзя светить, кого-то, потому что у всех, это мне полегче. А у многих родственники, и братья, и сестры, и так далее, находятся полностью в их лапах. Поэтому в этом плане как-то так. Ну, у нас, в принципе, мы готовы. Мы уже давно готовы к своему государству, к признанию международного сообщества, как это сделала Украина. Я надеюсь, и Владимир Зеленский закончит то, что начала их Верховная Рада. И вот
Все будет Ичкерия, да, мула, да, мула. Ашмоле. Так, 11 декабря 1994 года российские войска вторглись в Чечению. Чтобы свергнуть правительство Джохара Дудаева, началась первая, Истланд НАТО. Написано с хорошим ником, так начал. Не свергнуть правительство Джохара Дудаева, ни в коем случае. И не первая чеченская война, а оккупация, захват территории. Джохар Дудаев это только лишь один из чеченцев был. И не первая чеченская, а русско-чеченская. Чеченская она была бы, если бы мы устроили гражданскую войну. Но эти нарративы столько раз говорю, друзья, вы их повторяете. Вот именно за КГБ, за их имперские нарративы, как на Украине, Прибалтика, вот это все их нарративы. Это была русско-чеченская война, и была это уже четвертая агрессия. Первая русско-чеченская, открытая русско-чеченская война была. И свергнуть не Джохара Дудаева, а оккупировать нашу страну. Лесные братья, 45-53 год, до 57 года в Латвии. Тарханов предупреждал, что распад СССР афера для получения доступа к западным дигнам, их технологиям. СССР поняли, что их система проиграла. Да, СССР, спасибо, что напомнил, абсолютно так. Абдурахман Ав-Тарханов об этом тоже рассказывает, говорит. И это очевидно. Понимаете, вот сейчас идет обратный процесс. Всю агентуру выявляют, депортируют, лишают их там, даже гражданств лишают. Многие-многие вещи происходят. И сейчас, когда вот это все происходит, проводится колоссальная работа, происходит, противодействие со стороны террористов идет, теракты происходят, другое, третье, десятое, внедрение своей агентуры. За все это время они уже так здесь обосновались, столько денег они сюда вбухали, столько людей они купили, завербовали, много чего сделали. Раньше же, в советское время, они были все на виду, да, были шпионы были, агенты были, третье, десятое. Но все было совсем по-другому. Сейчас у них, просто сами открыли ворота и запустили эту всю орду к себе. И сейчас эти, которые сейчас в Берлине выступают и говорят, дайте гуманитарные визы. Как быстро реагируют, да? Я занимаюсь правозащитной деятельностью, я общаюсь каждый день с чеченцами, которые, например, пытаются выехать, выезжают, где-то уже тут пытаются обосноваться. Никто не говорит про гуманитарные визы, что против войны, третье, десятое. А эти деятели знают, что есть гуманитарные визы, которые сразу же, мы тоже знаем, но знаем, что приостановили их, сразу же реагируют на это. Самое интересное, что я, кстати, в Фейсбуке поищу этого товарища с армянской фамилией, с Москвы, который организовал. Причем я не утверждаю, что все россияне, которые бегут из фашистской России, они не заслуживают политического убежища или гуманитарного какого-то коридора и так далее. Заслуживают. Но сейчас это нужно сделать очень аккуратно. Сейчас нужно это делать очень аккуратно. Поэтому взяли и запустили козла в огород, как говорится. И теперь потихонечку все это вычищать придется. И если не вычистить, это будет большая проблема. Потому что Россия готовится к полномасштабной Третьей мировой войне. Полномасштабной в смысле с колоссальными жертвами. Колоссальнейшими жертвами. Вплоть до применения ядерного удара. Они не собираются отступать. Они планировали быстренько взять Украину и уже украинскими солдатами заваливать Европу их телами, их трупами. Но чуть-чуть у них тормоз произошел, а сейчас все переходит.
глубинно переходит на военные рельсы, уже окончательно, бесповоротно. Сегодня сообщили, что и выезд запрещен уже некоторым там категориям, ну и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, нас ждут очень интересные времена и очень кровавые, к сожалению. Украина выстояла, потому что чеченцы дали им огромный кредит времени своим сопротивлением. Никто из бывших республик эту простую истину не выговаривает. Помогали русские вместе оказания помощи нам. Вместо оказания помощи. СЦ, абсолютно с тобой согласен. Об этом неоднократно мы уже говорили. Именно так и есть. Западные, ну здесь имеется в виду украинские, другие грузины, не говорят о том, что сделали чеченцы. Представьте, помогали, все помогали, весь Советский Союз помогал, весь мир помогал нас уничтожать молчанием, потаканием там, и так далее. И сейчас никто не говорит, что вот все начинают говорить от пятидневной войны 2008 года, агрессии против Грузии. И когда ты им говоришь, а почему вы не говорите про самое кровавое преступление этих же деятелей, не только этого же учреждения, но и этих же лиц Путина, Патрушева, это же они взрывали дома, это же они уничтожали чеченский народ. Они говорят, ну там это внутреннее дело, там, ну чисто по КГБшному, чисто, ну тогда давайте скажем, что Крым тогда, а почему Крым не должен быть российским? Ну почему он не должен быть российским? А почему Донбасс не должен быть российским? Почему Украина не должна быть российской? Если Чеченская республика. На каком основании? Дайте документ мне. Документа нет, что мы часть России. Ни одного документа нет. Но если слушать русских, надо и ГДР возвращать. Я тут немцу так и сказал. Говорит, ну вот Чеченская война, он пишет. А я говорю, а почему ты пишешь Чеченская война? Это вот представитель правозащитный там у нас есть. Экихард Маас есть. Я говорю, почему книга он пишет Чеченская война? Я говорю, а почему ты пишешь Чеченская война? Он говорит, а как? Я говорю, ну чеченская же неправильно. Надо русское-чеченское писать. Ну вот, Чечня часть России, Закаевский друг мне говорит. Я говорю, ну давай тогда ГДР тоже отсоединим. А почему ты делишь тогда? Если вы настаиваете на том, что Чеченская республика является частью, Чеченская республика Ичкерия является частью фашистской России, то я настаивал на том, чтобы ГДР стал частью фашистской России. Но так же справедливо будет. Ну давайте так. Он нет, говорит, ГДР это не Россия. Я говорю, тогда какого перепуга тогда мы должны быть частью России? Это чистый фашизм. Все, кто отказывает Чеченской республике Ичкерия иметь свое государство, они не только государственность и свободу, они не только являются соучастниками, продолжающимися соучастниками, которые не осознали всю вину за содеянное в отношении чеченского народа, они являются такими же фашистами, как и эти имперцы. Ну, может, не такими же, но около того. Вот как говорят. И не говорят на Саакашвили. Вот мы тогда в Польшу мы ездили. Саакашвили сидит, и вот этот, как его, украинский бывший премьер-министр, забыл его фамилию. Сидят, рассказывают там про Грузию, про Украину рассказывают, про все рассказывают. Сижу, слушаю. Ни слова про Чеченскую республику. Ни слова. Ни одним словом не обмолвились. И потом я говорю, как вы можете, к чему, вы кто такие вообще? Как вы можете так себя вести? Ну это нечестно, это несправедливо. Вот и мы дошли до ситуации, когда давайте тогда я тоже буду говорить. Ну вот что, нам выгодно, давайте сиюминутную выгоду исходить. Нам выгодно говорить там, давайте будем говорить, что там Украина часть России. Почему нет? Ну вот нам так выгодно. Нам, может, Путин денег будет давать. Вам же тоже нефть, газ, все давал. Ну мы тоже будем. Сейчас будем на вашей крови торговать. Вот так это выглядит. Мы-то никогда этого делать не будем. Хотя есть деятели, кто это не будет делать. Но мы этого делать не будем. Но факт остается фактом.
Факт остается фактом. Вот такие вот молчуны. Я бы похуже слово сказал бы, просто не хочу выражаться. Так, друзья, я перемотаю, очень много комментариев. Нет, суетолог, не снимай, я в чат рулетки давно не был, уже недавно не заходил. Нет. А сами сотрудники ГРУ, наверное, смогут обойти полиграф. Я думаю, этим вещам их готовили. Нет, это не так просто обойти полиграф. А знаешь, в Америке как делается? Например, если у вас есть, проходит, если вы служите там в какой-то компании, ФБР, там еще где-то, в государственных органах, проверяют не только вас, проверяют вашу жену, ваших совершеннолетних детей раз в полгода. Понимаете? И, конечно, их готовят, можно там применять какие-то методы, но, знаете, в основном, как это бывает, если вы обманываете полиграф, то, скорее всего, вот этот эксперт, вот он с вами заодно, понимаете? Или он проводит ее так, ну, это свой там, на таких неправильно, не точно проводит ее, на спущенных таких рукавах, как говорится. А если систематически раз в полгода проводить, этот полиграф он выявляет при всем как бы желании человека, то так Бог создал нас. Мы не можем врать и не выдавать себя. Не бывает так. Только человек, когда говорит правду, может. Как-то так, да. Думаю, что европейским странам надо на много уровней увеличить оборонку, так как все утеряно в дружбе с русскими. Да, абсолютно так, Асамбек. И все идет семимильными шагами в эту сторону. Сейчас колоссальные деньги вкладываются. Не стою. Так, Россия это государство сатана, и будь она проклята. Меня одно, сатана не любит правду, вот лишь правду остановить и поставить на конец. Так, да, Адам. Ну давайте посмотрим, что у нас в ТикТок пишут. Азерио, вы мусульманин? А какое это имеет отношение к данной теме, да? Так, друзья, давайте сейчас я тут настроюсь. Должны быть нейтральной страной, как Швейцария. Кто должны быть инкогнито? Я не считаю, что Ичкерия должна быть за кого-то. Я считаю, в виде нашей возможности и населения мы должны быть нейтральной страной, как Швейцария. Дело в том, дружище, инкогнито, что наша страна находится, в отличие от Швейцарии, в полной оккупации. И в отличие от Швейцарии, у нас убито 30% наших граждан фашистской России. Поэтому нейтральным быть уже как-то не очень получится у нас, я тебе скажу. Нейтральным мы будем, если останемся под сапогом фашистской России.
И вот такие вот вещи, когда вы говорите, мне иногда кажется, что вы хотите, чтобы мы остались под сапогом вот этой фашистской России. Когда вы говорите, что Америка, там, Россия для нас одинаковый враг, там, и так далее. Ну, мне так кажется. Или Турции это нужно, которая тоже стремится нас. Вот как-то так, друзья. Так, давайте почитаю сейчас ваши комментарии. Здесь. Так, фабрика троллей к нам, как обычно, зашла. Еще раз я напоминаю, вот не только вот этим, кто мне здесь комментарии пишет, оскорбляет и так далее. Это фабрика троллей, которая там пропалестинская, как, ну, как русским надо, потому что это подхолопники. Но я не к этим, кто пишет, это вообще никто, и звать их никак. Я обращаюсь снова и снова к тому, кто дает им вот эти методички, указания, что писать, как мне, что говорить, ко мне обращаться, как и так далее, и так далее. Вы, как обычно, абсолютно тупые и абсолютно алчные. Вы деньги пилите, результата никакого, как вы видите. Наоборот, вот вас люди смотрят и мне говорят, ну, не люди сперва не понимают, они не могут, они ошарашены бывают вот вашей матами, перематами, особенно когда вы такие все религиозники, такие все там почти по воде ходите, а потом резко начинаете мат-перемат мне здесь писать там и так далее, и так далее. И переключить мое внимание с Украины на Израиль там и так далее. Вы тупые просто, тупые, алчные мерзавцы. И вот тот, кто вот этот главный у вас там думает, ты самый тупой, даже вот эти те комментарии пишет, вот они умнее тебя, вот они твои пешки, но ты тупее их, понимаешь? И вот тем, кто вот вы пишете комментарии, вот комментарии кто пишет, передайте своему, вот он, наверное, и смотрит тоже, и сам тоже строчит комментарий, передайте ему и скажите ему, что Аслан сказал, что мы намного умнее тебя, а ты тупой и больше всех еще денег воруешь, которые выделяют тебе на то, чтобы Аслана гасить, короче. А гасить не получается. Поэтому так вам. Всем привет. Вот Мекшдубо, вот Грабряк или кто там, Добряк. Ну ты передай, короче, своему шефу, хорошо? Или не шефу твоему, кому? Мекшдуаба, значит, твоему шефу. Как-то так. Так, салам алейкум, брат. Алейкум салам, Олег. Витаю тебя. Слава братьям ночи. Героям слава. А где Аслан живет? А Аслан живет в городе Гамбурге. Прекраснейшем городе Гамбурге. Так что своему шефу передайте. Он вас объедает, и он тупой еще. Не могут нормально тут, короче, вести свою деятельность. Вот из-за этого ваш Путин проигрывает везде. Потому что такие тупые он на вас ставки. Потому что он сам тупой, он берет еще тупее, чем он на работу. И вот вы проигрываете. Я просто недавно стал вас слушать, мне интересно, если вы мусульманин, только уважение. Да, я мусульманин, конечно. Я из 8200, они у нас все переписаны поименно. Супер просто. Так. Еще одна причина, по которой Гибня решила развалить Советский Союз, это массами проникнуть в западные страны, создать там агентуру через доверие. Доверие получили, когда развалили Советский Союз. Представь, республиканец, каково было подготовить одного агента, отправить в Европу, да, в Америку, в Европу, и какая-то успех, удача, какая-то большая там удача. И когда открываются ворота, и всех ты можешь просто тысячами отправлять.
Понимаешь? Самое, что, смотрите, что происходит. Европа принимает беженцев из Чеченской Республики Ичкерия. Принимая нас, как политических беженцев, смотрите, как нарушена вообще логическая связь просто, абсолютно. Бегут люди от войны, бегут люди от оккупации своей страны. Их принимают здесь, дают им условия, любят их, уважают их. Они здесь безопасность получают и все необходимое, первое необходимое. И потом им говорят, что вы россияне. Друзья, вы извините, вы россияне. Незаконно говорят, что мы россияне. Незаконно. Все, кто говорил, что мы россияне, а Германия говорила, что мы россияне, это делалось незаконно, не имея никаких оснований для этого. И если мы россияне, то ГДР это тоже ГДР. Понимаете? И в итоге люди, которые сюда приезжали, к которым относились как к россиянам, в документах писали, что мы гражданство Россия. Можно же было что угодно написать, если не хотят Ичкерию признавать как Ичкерию государство. Но не пишите, не определен статус государственный, или из Советского Союза. Да что угодно можно было придумать. В итоге люди, которые реально были против фашистской России, закрылись в себе, потому что не доверяли России, не доверяли Германии в частности и другим странам в Европе. Не доверяли просто, потому что это продолжение России. Понимаете, если вам говорят, что вы россиянин, и вы им говорите, нас убивают, нас третье, десятое, нет, вы как россиянин. Эти люди закрываются, то есть помощниками этим странам они не становятся, друзьями этих стран они не становятся. Их начинают обрабатывать, а это подавляющее большинство таких чеченцев, потому что все чеченцы просто были против оккупации, особенно когда вы выезжали. Ну, может, 1-2% от агентуру, которую они засылали. И вот они этих людей начинают уже через свою агентуру, русские, начинают через свою агентуру здесь обрабатывать. Ну, в основном это на религиозной волне. Они в себе закрываются, и сейчас у Германии проблема. Нужно этих людей расконсервировать, открыть их, раскрыть их, сказать их, давайте, мы хотим с вами работать. Вот сейчас мы ездили, когда я это рассказывал, в Бранденбург. Все, немцы говорят, вот так. Вот так мне говорят. Что вы хотите, скажите. Чеченцы закрыты, мы хотим с чеченцами общаться хотим. Мы вас любим, мы вас уважаем, мы не хотим вас депортировать. Мы будем всячески препятствовать депортированию чеченцев. Мы хотим, чтобы чеченцы стали полноценными гражданами нашей страны. Чтобы работали в полиции, в государственных структурах и так далее, и так далее. Понимаете, вот к чему пришло. А сейчас закрытое общество, религиозные разные группы, которые ушли в подполье, сидят там. Я не знаю, что они там делают. Все это, вот эти религиозные группы, я не могу никак объяснить здесь. Я думаю, только они из-за своего страха прячутся, в основном. Страха вот за этой бородой, за религию, все кафиры, все враги. Нужно никому доверять, нужно спрятаться, сам себе доверяешь. Немцам доверять нельзя, там французам доверять нельзя, никому доверять нельзя. Вот так вот закрылись и сидят. Не хотят коммуницировать, не хотят работать. Ну, основания, наверное, тоже имеются, потому что была допущена стратегическая ошибка. Принимая беженцев, продолжаем вы россияне. Значит, мы боремся с тем, чтобы не быть вот этой фашистской Россией, а нам говорят, чтобы россияне, когда уже здесь, мы уже здесь. Ну, что нам делать? Кроме как промолчать, ну, другого выбора не остается. Хотя я, например, не молчу, но толка от этого никакого нет. Что у нас везде пишут, что мы граждане фашистской России. И вот сейчас это удобная среда. Оттуда вынуть. Вы обратили внимание, вот нападение, например, вот во Франции на учителя было. ИГИЛ там туда-сюда, как они говорят. Это совершил ингуш. А нужно чеченец им обязательно нужно. Здесь в Германии задержали 15-летнего пацана.
чеченца и афганца 15-летнего. Я убежден, что это делают фашистские российские спецслужбы, но так как они не могут уже добраться до взрослых, потому что чеченцы уже никому не верят, уже этот тоталитарный, этот тотальный страх, это ложь, обман, она тоже имеет свойство заканчиваться. Все, чеченцы просто закрываются, и там агентуры российской, там, они ее не пропускают, никого не пропускают, сидят. Ну и вот добраться могут только до 15-летних, который вообще еще ребенок, он еще несовершеннолетний. Представьте? Конечно, это и дома не ведется работа с такими детьми там, и так далее. Некоторые на детей там, в школу ходят, ну и ходят, забыли. Есть, некогда нам им заниматься. Плюс еще здесь проблема в том, что мы родители язык не знают, и у них очень трудная коммуникация с учителями, с другими, с третьими возникает. И фактически ребенок растет, ну, многие вещи с поля зрения у родителей пропадают. И вот мы пришли к этой ситуации. Сейчас будем менять эту ситуацию. А если немцы взялись за это менять, так они ее поменяют. Это 100%. Это железобетонно. Если немцы за что-то берутся, они это доводят до ума. И все остальные повторят потом за этим. Вот как получилось с агентурой, как получилось то, что... А вот под видом вот этих религиозных товарищей засылается самая настоящая своя агентура. И не обязательно они чеченцы. Под видом чеченцев засылаются другие национальности, потому что мы чеченцев быстро вычисляем. Мы всегда можем выяснить, если мы знаем лицо, имя. Вы обратили внимание, в Телеграме, например, сидят деятели и постоянно разговаривают, общаются, а вот лицо не светят они. Они не представляются, кто они, что они и так далее, и так далее. Понимаете, в чем вопрос? Дело в том, что Россия знает по голосу, кто мы есть. И значит, они не от России, российских спецслужб прячутся, а от нас. Потому что мы вот 2 секунды выясняем, кто есть кто. Может быть, не всех и не всегда 2 секунды, но подавляющее большинство можно быстренько определить, выяснить. Надежные, ненадежные, 3, 10, это у нас быстро наводятся справки и быстро выясняется. Потому что народ у нас небольшой, и вот эта система, она нас спасала, когда мы можем друг друга контролировать, выяснить там какого-то тейпа, фамилии, рода, места проживания и так далее, и так далее. И много говорит о ваши родственники, ваш бэкграунд. Он о многом сразу же говорит и становится ясно, потому что фактически все, кто был за русских, внутренне, там, душевно, они уже себя раскрыли. Уже они думали, что это навсегда дел. Так, давайте дальше. Как вы можете прокомментировать поведение Турции в данном конфликте? В каком? У русско-украинском? Все, кто могут писать ТикТок, ты блокнул, говорит. Нет, почему? Я блокнул только тех, кто оскорблял матом и так далее. И угрожал мне. Вот только тех я блокнул. Так. Так. А сами шариачки позволяют тебя матом ругать. Шариачки, не смотри, настоящие религиозные люди, которые тоже имеются в виду не то, что обычные, а радикальные, они матом не ругаются. Понимаешь, я общался и с такими, и с другими. Они не ругаются матом, потому что он не меня оскорбляет, он себе грехи набирает этим, понимаешь?
И это одно из главнейших правил у истинно верующего человека. Если он ругается матом, то можно понять, что он лицемерит, что это просто лицемерное чмо. Извиняюсь, конечно, за прямоту. Поэтому не шариатчики позволяют меня ругать матом. Нет. Есть фабрика троллей. Они здесь, в ТикТоке. Сейчас, видимо, они сюда перемещаются, в YouTube, потому что мы их там баним. Вот эта фабрика троллей, у них четкие программы бывают. Понимаете? Они сразу заходят и через меня выдают свои вот, нарративы, какие нужно. Где-то я должен озвучить, где-то, чтобы от меня услышали, и вы в том числе, мои зрители. Где-то там, чтобы меня сбить с толку, там, ну, много у них там своих делишек разных бывает. Поэтому нормальный человек меня матом не ругает. Тем более, он может быть 100 миллионов раз радикальным исламистом, но он, по крайней мере, понимает, что перед тем, как навредить мне, сказать мне гадость или прийти мне комментарий написать, что есть враг фашистская Россия. Понимаешь? И он сперва об этом подумает. Ну, если это не полный клинический, товарищ, случай, то он об этом подумает. А так вот, заходить и матом-перематом писать, ну, это чисто КГБшная работа. КГБшная, ГРУшная, там, русская работа. Это все подхолопники мне пишут. Поэтому за все это время я бываю в разных местах, оказываюсь, даже в скоплении, где чеченцы бывают. Я видел только позитив ко мне. Все хотят поздороваться, сфотографироваться, пообщаться, задать претензии высказать хотят, где-то что-то там, вот, по там, каким-то там острым вопросам, которыми они не согласны. Но никогда я не видел агрессию от чеченцев. Вот за это время я ее не увидел. А продажные подхолопники, они, да, на меня очень обидели. Пророссийские вот эти подхолопники, вот эти чеченоговорящие, они ненавидят нас, свободных чеченцев, больше, чем русские. Потому что русский себе в Рязань уедет, а этот даже в Рязани не скроется. Понимаете, вот этот подхолопник. И они жизненно, кровно, жизненно заинтересованы, чтобы мы, такие люди, как я, не говорили. Потому что сейчас самое главное, это информационно донести до чеченцев, да, что Америка не враг, что Израиль не враг, что в мире у нас враг только один. Это фашистская Россия, террористическая банда ФСБ, КГБ СССР. Вот это нужно днем и ночью чеченцам повторять. И чеченцы начали понимать это все. Вот вы теперь видите много изменений. Много людей понимает, в том числе чеченцев, что кто есть истина, да? Чеченская истинный враг. Чеченская пословица гласит: не тот рыцарь, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Понимаете, онах, в чеченском слове есть такое слово, онах, рыцарь, там, отважный, смелый, там много-много там определений включает это слово. Поэтому вот как-то так, да. Хорошо служить Америке, говорит. Валентина меня спрашивает. Пока не знаю, Валентин, пока не знаю. Но я весь как узнаю, я тебе обязательно скажу. Так. Советский Союз развалили, чтобы гибня получил доступ к западным деньгам, технологии, вирус. Это не было в западных до 90-х, поэтому не могли попасть. Да, республиканцы, именно так. Если в Финляндии тоже жеребцов раскручивают, видимо, в конюшне родилась. Если в Финляндии тоже жеребцов. Так. Сегодня на стриме у Светанге задал вопрос Шулипе Азаки. Посмотри, что он несет. Он, оказывается, почетный посол Чеченской Республики и назначил его Ахмед Закаев. Да, Шулипа назначен Закаевым. Почетным, по нечетным, кто у Заки, да. Так. Я с вами на вы.
я с тобой на «ты». У нас в чеченском языке нет обращения на «вы». И это ни в коем случае не говорит, что я, если обращаюсь с человеком на «ты», что я к нему проявляю неуважение. Моя психология это не закладывает в этот смысл неуважения. Но ты, Валя, задаешь лживый вопрос: хорошо служить Америке? Ты, как обычная лживая КГБшная имперка, задаешь лживый вопрос: кто тебе сказал, что я служу Америке? Что значит служу? Получаю деньги, выполняю их приказы? Это не так. Я прошу помощи у Соединенных Штатов Америки от фашистской, ублюдочной, фашистской русни. Понимаешь? Я хочу привлечь внимание, я хочу, чтобы фашистская, ублюдочная, циничная, без роду и племени фашистская Россия, которая нас превратила в террористов, хочу всему миру и американцам сказать, что мы не террористы, что мы нормальные, цивилизованные люди. А ваша ублюдочная фашистская русня, Казахстан, когда она нас в геноцид отправляла, тогда она на Сибирь, Казахстан, она говорила, что едут люди, людоеды, которые едят маленьких детей. И мы первые 3-4 года массово вымирали. И ни один казах не подходил к нам. Ни один человек к нам не подходил. Потому что нас боялись. И вот точно так же вы делаете с нами тут, в Европе. И я борюсь этой вашей ложью. И вы, в целом, кто сюда заходит, особенно представляясь русскими, должны встать на колени сперва перед чеченским народом, записать видео с прощением за то, что вы нам сделали, а потом уже требовать обращаться к вам на «вы» или не на «вы», или еще как-то. Понимаете? Вот лживо зайти с вопросом представитель нации, которая уничтожала мой народ на протяжении 4 веков, и требовать на «вы», мне кажется, вам надо идти вслед за вашим русским кораблем. На «вы» я, да, же вам сказал? Вот идите вслед, Валентина, за вашим русским кораблем. На моем уровне, Валя, ты еще не доросла на моем уровне. Понятно? Так, давайте дальше. До моего уровня тебе никогда не дорасти. Понимаешь? Шалом, друзья. Пока у вас только мания грандиоза. Смотрите на нас и учитесь, как уничтожать. Я не понимаю, о чем ты? Какая мания? Так. Друзья, сколько мы в эфире? Мы уже... у нас я чуть-чуть опоздал, как вы понимаете, Леон. Так, мы 1:40 уже в эфире. Ничего себе. Валя, иди выпей и спать ложись. Тебе не надо здесь писать. Ты уже все, да. Русские в 1944 году казахам говорили, что к вам едут людоеды. А после 2000 года европейцам говорят, вы террористов, исламистов содержите. Говорят, конечно, вот именно об этом речь. Говорят и европейцам, и всему миру. У Вальки ложкомойки я бы спросила, ты выпиваешь после своих клиентов за 100 рублей или сперва на храбрость пьешь на трассе?
Довели. Ну, вообще, конечно. Но вопрос есть вопрос, адресован. Валя, тебе вопрос. Ви розумієте українську мову? Да, Юля, я разумею. Друзья, не путайте еврейчи и настоящую ночь. Адам Израила говорит. Да, не путайте, нету такого понятия еврей-ичкириец. Потому что это изобретение российских спецслужб, это российский нарратив. Все, кто является подхолопными, тот, кто за Россию, под холопами валяется и получает удовольствие, вот эти подхолопники называют нас евроичкирийцами. И мы и есть настоящие нохчи. Ичкерии мы находимся, в Европе мы находимся, в Турции мы находимся, в Африке мы находимся. Не имеет значения. Все, кто выступает за деоккупацию законной своей страны, которая имеет все права, как сегодня имеет Украина, как сегодня имеет вот эта Германия, все другие страны, да, как ГДР, который мы упоминали, все мы имеем абсолютно равные права со всеми на этой земле. И мы являемся независимым суверенным государством. Все мы являемся чеченцами, гражданами Чеченской Республики Ичкерия, вне зависимости от нашей национальности и нашей вероисповедания там, и всех других различий. Мы, если против фашистской России, за свободу своей страны, все, вот мы являемся чеченцами, гражданами Чеченской Республики Ичкерия. Все, кто подхолопник, кто служит в фашистской России, получает у нее деньги, пишет мне здесь вот эти писульки здесь разные, они являются обычными подрусскими, но не просто подрусскими, а подхолопными, понимаете? Потому что если бы они были бы, там, например, под какой-нибудь там Папуа-Новой Гвинеей, которые свободные люди, да, вот эти Папуа-Новой Гвинеи, они ничьими холопами не были. Это было бы еще как-то объяснительно, да, что они стали холопами свободных людей. А эти подхолопники, они являются подхолопниками холопов. Вот что самое печальное. Самые свободолюбивые, самые, там, я не знаю, аристократы духа, как там нас только, кто только не воспевал нас в своих произведениях, книгах и так далее, борцов за свободу, связано со свободой. Чеченцы стали не просто там под папуасниками, они стали под холопами. Холоп это раб. Они рабы рабов. И они нам какие-то там евроичкирийцы, там еще что-то. Мы чеченцы, понимаете? Мы чеченцы, да. Нет, не в курсе, странник. Что там происходит? Алейкум салам. Что там происходит в Норвегии? Не знаю. Я знаю только муж с женой. Ой. Тут нам зашли. Давайте. Асад. Если так думать, то доля правды есть, когда говорили, что во власти совка оказались предатели, они продались Западу, так как власть это гибня, и гибня реально продалась. Западные деньги и технологии. Ну, не знаю. Смотрите, у меня стрим идет в YouTube и в TikTok. Вот кто не успел посмотреть с самого начала, очень много интересных тем сегодня было. Вы можете зайти на мой канал в реалити в YouTube и посмотреть. Все будет отлично. Ты в школе учился? Нет, в школе не учился. Не получилось. Ни в школе, нигде отучиться не получилось. 3 класса в садике и все, да. Ну и потом по зонам, там, воля воровская, доля воровская, там, все такое. Сам понимаешь, да. В школе учиться не довелось. Пехотинцы. Да. Пехотинцы. Духез. Так.
Валейкум салам, Роман. Валейкум салам. Так. Апелляция отклонена. Так, я писал апелляцию, пришло, отклонили мне. Так. Друзья, я думаю, на этом мой стрим, сегодняшний стрим можно закончить. Я думаю, на этом завершим мы сегодняшний стрим. Я думаю, что завтра у нас должен быть по плану стрим на платформе открытого диалога, где будет присутствовать представители Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, в частности Аят Эдигов. Я думаю, другие туда люди будут. Я еще точно не знаю время. Все мы как бы планировали по вторникам начать проводить. Ну, посмотрим, как получится. Еще надо поговорить, пообщаться. Так что, друзья, не уходите далеко. Завтра вас жду на стриме в телеграм-канале Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Ахьяда Эдигова, я думаю, там будет и Алла Дудаева, и, может быть, много разных еще других людей. Ну, точно вы следите за анонсами на нашем канале в YouTube, на канале Reality, обязательно я все это вывешу, все узнаете. И как обычно, слава Украине, все будет Ичкерия. Друзья, особенно холопы и подхолопные, Господи, благослови Америку. Ади кёль маш оль бюзде алёль масира. Всего самого.